В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня в студии Юлия Великодная. Здравствуйте. У страховой компании «Стерх» отозвана лицензия Банка России, что стало причиной таких мер. Завершен анализ проб воды из реки Вилюй. Что показала экспертиза, подтверждено ли загрязнение нефтепродуктами. Обманутые дольщики в Якутии. Республика вошла в список регионов, в которых первоочередно будут решаться вопросы недобросовестных застройщиков. Структура непрочная и недостаточно скрепилась якутскими морозами. Лед на водоемах Якутска недостаточно прочный, предупреждают инспекторы ГИМС. Один из самых старейших населенных пунктов Ленского района празднует 95-летие. Ортонахаринцы организовали праздничный концерт. В Нерюнгри развернулась настоящая битва республик. Спортсмены из Якутии, Тувы и Бурятии на ковре выясняли, кто лучше в Хапсагае. Налоговые преференции для проектов добычи углеводородов в Арктике вместе с софинансированием строительства инфраструктуры сделают их рентабельными при цене нефти от 35–40 долларов. Об этом заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин на брифинге по льготам для арктических проектов. Ранее в правительстве России согласовали основные подходы по поддержке проектов в Арктике, где добыча углеводородов становится рентабельной при цене нефти от 80 долларов за баррель. Отмечается, что окончательные решения по поддержке проектов в Арктике должны быть приняты до 8 ноября. Якутия вошла в список регионов, в которых первоочередно будут решаться вопросы обманутых дольщиков. Айсен Николаев и генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун подписали в Москве соглашение о софинансировании завершения ряда проблемных домов. Сегодня на территории Якутии их 15. Средства поступят из Фонда защиты прав граждан, а также федерального и регионального бюджетов. Соглашение предусматривает два варианта решения проблем обманутых дольщиков. Это или завершение строительства, или выплата компенсаций. Республика Саха-Якутия стала одним из первых регионов, которые подписывают такое соглашение, получат реальные средства и смогут уже до конца года по ряду крупных таких объектов, которые у нас как раз числятся в реестре таких обманутых дольщиков, решить проблему. У нас там как раз недостроенные многоквартирные дома, компании «Семир», «Монолит Строй», и вот как раз средства, которые мы получим из фонда, они пойдут на решение этой задачи. В целом, я считаю, что в дальнейшем мы тоже работу выстроим с тем, чтобы уже оставшиеся обманутые дольщики в ближайшие годы, в 2020-2021 годах, уже окончательно эту проблему решить. Я очень сильно рассчитываю, что нам удастся в середине ноября уже выйти на наблюдательный совет, на котором будет определенный механизм этой работы. Я полагаю, что после этого мы уже в этом году сумеем сделать первые реальные шаги для того, чтобы начать реализовывать программу на территории республики. Инвестиции в проект компании «Колмар» вырастут почти в 2 раза, с 23 до 44 миллиардов рублей. Об этом заявил полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Изменения касаются 2 строящихся объектов – шахты и обогатительной фабрики Инаглинская-2. По словам вице-премьера, производственная мощность на данном этапе возрастет с 3 до 6 миллионов тонн обогащения угля в год. При этом будет создано больше рабочих мест. У страховой компании «Стерх» отозвана лицензия Банка России приказом от 27 октября. Причиной таких мер стало нарушение порядка инвестирования средств страховых резервов, а также неоднократное нарушение требований страхового законодательства. Сегодня первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков на брифинге рассказал о ситуации вокруг компании «Стерх». По-простому говоря, это связано с тем, что у компании объем принятых на себя обязательств по выплате, по страховым выплатам превышает собственные резервы компании, и необходимо решать вопросы до капитализации компании и увеличения этого объема резервов. Первый вице-премьер подчеркнул, что деятельность компаний с государственным участием на территории республики должна быть эффективной.
Это решение, которое принято Банком России, это совместное решение, которое принято по инициативе главного акционера компании, правительства Республики Саха-Якутия и соответствующее обращение в Центральный банк Российской Федерации. И надо сказать, что это непростое решение и далось нам, исходя из того анализа, который был проведен страховой компанией. Добавлю, что согласно данным Банка России, страховая компания «Стерх» по итогам первого полугодия 2019 года занимала 52-е место по размеру собранных премий среди российских страховщиков. К другим темам: загрязнение реки Вилюй не выявлено, угрозы населению нет. По итогам проведенных анализов лаборатория Республиканского информационного аналитического центра экологического мониторинга не выявила превышение предельно допустимой концентрации. Напомним, в Комитет государственного экологического надзора поступила информация о возможном загрязнении реки нефтепродуктами. В тот же день госинспекторами Нюрбинского комитета были отобраны пробы природных сред и доставлены в испытательную лабораторию. В адрес Нюрбинского комитета государственного экологического надзора по мессенджеру WhatsApp поступило обращение гражданки Нюрбинского района о возможном загрязнении реки Вилюй. Незамедлительно нашим комитетом инспекторами были отобраны пробы воды с населенного пункта город Нюрба. По предварительным данным, предельно допустимых концентраций загрязнения реки Вилюй по рыбохозяйственным значениям не превышает нормативов. Это, то есть в пределах нормы по нефтепродуктам и по всем показателям. Ежедневно в эфире нашего телеканала мы рассказываем о жертвах мобильных мошенников, но доверчивых людей от этого меньше не становится. По информации республиканского МВД, за 9 месяцев этого года в республике зарегистрировано 600 преступлений. Для сравнения, в прошлом году за такой же период произошло в 2 раза меньше, рассказывает Александр Хавренко. Самая распространенная схема. Мошенники представляются сотрудниками банков и под различными предлогами получают доступ к банковским картам жертвы. Но есть и другие способы. Это когда заказывают различные товары через интернет-ресурсы. Это такие ресурсы, как Инстаграм, Юла, Авито, через социальные сети. Предварительно оплачивают товар. Товар, как правило, не приходит. Не нужно отправлять предварительную оплату на незнакомые сайты. Значит, нужно пользоваться только проверенными интернет-магазинами. А если приобретаете товар или какую-либо услугу через Юлу или Авито, то необходимо использовать специальные гарантии. Также в последнее время все чаще мошенники обращаются к пожилым людям, представляясь сотрудниками социальных учреждений, и говорят, что за покупку определенных БАДов пенсионеру положена компенсация. Для ее получения необходимо оплатить страховую комиссию. А иногда для осуществления своих преступных замыслов мошенники создают целые сайты, которые копируют похожие интернет-ресурсы. Так, недавно житель Чульмана, решив купить билеты через такой сайт, потерял более 33 тысяч рублей. На сайте потерпевший ввел все свои данные и реквизиты банковской карты для оплаты билета стоимостью более 11 тысяч рублей. Однако на его телефон пришло СМС-сообщение о том, что якобы оплата не прошла. И мужчина затем еще дважды повторил попытку. В результате оказалось, что данная сумма была списана с карты 3 раза. Чтобы разобраться в ситуации, мужчина позвонил в авиакомпанию, чей билет он покупал. Но там ему сообщили, что у них не зарегистрирован билет на его имя. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно запомнить простые правила. Никому не сообщать информацию о своей банковской карте и пароле, поступившие через СМС. Не вести с мошенником длительные переговоры, а положить трубку и позвонить на горячую линию банка. И, конечно же, сообщить о факте в полицию. Александр Хавренко, Григорий Николаев, Якутск. Не подняться в небо без учетных номеров. Отпущенный срок владельцам легких дронов и коптеров для их постановки на учет истек. Под новые правила учета подпадают и коптеры для выполнения профессиональных задач, и игрушки, и самодельные модели. Учет нужен, чтобы мотивировать людей пилотировать аппараты аккуратнее. Немало было случаев, когда беспилотники падали на автомобили, повреждали линии электропередач. Запуск дронов без номеров теперь грозит физлицам штрафом до 50 тысяч рублей, а для юрлиц до 300 тысяч. В
столице региона открылась выставка «Вклад Уллы Йоханссон в развитие этнографической науки Якутии». Мероприятие проходит в рамках Дней Германии в Якутске. Улла Йоханссон – немецкий профессор-этнолог, широко известный как на территории Европы, США, так и в научных кругах России. Что же связывает ученого с нашим регионом, продолжит Дмитрий Тымыров. Подробный анализ якутских орнаментов – это труд Уллы Йоханссон. Был издан еще в 1954 году. Монография свела немецкого исследователя Саизой Решетниковой, ныне почетным директором Якутского музея музыки и фольклора. В начале 90-х судьба свела их обеих на международной конференции в Сеуле. Я слышала раньше, что есть книга такая «Орнаментальное искусство якутов», написанная какой-то немкой. Да? Это были вообще 60-е годы, если не раньше. Но она писала это ее в студенческие еще годы. И вот я подумала про себя, как она еще жива. Но все-таки вслух я сказала: «О, Улла, вы для нас живой классик». Тогда и назрела мысль сделать перевод той самой диссертации госпожи Йоханссон. И уже в 2008 году Аиза Решетникова выпускает перевод книги «Орнаментальное искусство якутов». После в Якутию с визитом прибывает и сама Улла Йоханссон. И мы назвали эту неделю «Якутия приветствует Уллу Йоханссон». Это были поездки в Ишем, там дети играли, она страстная любительница музыки. И поехали в Хангаласский Улус, где на родину обожаемого ею, переведенного на немецкий язык Гаврила Васильевича Ксенофонтова, этого нашего всемирно известного этнографа. Также Улла Йоханссон является учредителем именной премии молодым якутским ученым, которые занимаются исследованиями в области истории, культуры и традиций своего народа. Стипендию ДАД программы Уллы Йоханссон я получил в 2016 году. 2015-2016 года работал в Гамбурге, Институт этнологии. И эта стипендия дала мне возможность понять и свою диссертацию, и то, чем я занимаюсь конкретно. Сегодня труды Йоханссон стали настольной книгой не только для этнографов, но и для модельеров, дизайнеров и в целом тех, кто изучает культуру народа Саха. Участники выставки и гости из Германии отмечают, подобные мероприятия помогают единению народов из разных стран. Эта выставка показывает, что у нас между нашими странами и даже между нашими городами, Якутск и Гамбург, есть очень тесные связи. Значит, ученые из Гамбурга работают в Якутске. И вот это Улла Йоханссон, она очень хороший пример, как это возможно, что или как это интересно, что якутская история, якутская этнография, что это тоже вызывает большой интерес у молодых и тоже у ученых там в Гамбурге. Отметим, что Дни Германии в Якутске будут проходить до 1 ноября. В рамках дней пройдут самые разные мероприятия образовательного, культурного характера, а также дискуссионные и круглые столы. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. От готики до этностиля в Якутске отбирают молодых дизайнеров для участия в этапе всероссийского конкурса. Более 20 модельеров борются за возможность стать участником престижного конкурса «Русский силуэт». Подробности у Сусанны Рожиной. Фэшн-бум – конкурс среди начинающих модельеров, студентов Якутского колледжа технологий и дизайна, благодаря которому молодые и дерзкие могут громко заявить о себе в мире моды. Коллекция называется «Вайо», синоним слова «стиль». В моем случае авангардный стиль. Вдохновилась я образами и силуэтами 40-х и 50-х годов и современной модой. В конкурсе представлена не только авангардная мода, но и стили милитари, этномотивы, даже готические образы из старых сказок. Молодые модельеры искали вдохновение как в обычных вещах, так и в высоких материях. Действительно в таком зачаточном виде, а сейчас много моделей, которые уже достигли того уровня, который должны быть, но все равно нужно будет их как-то оценить, как-то со стороны специалистов дать какие-то советы, чтобы довести еще до ума. Поэтому, в принципе, на сегодня, я так думаю, что на хорошем уровне все находятся.
Победители конкурса поедут на финал «Русский силуэт» в Москве. И это возможность не только повысить профессиональный уровень, но и открыть новые грани своего таланта. Были западные моды, но тем не менее, только эпитах аныглы, атын омуктарга интерьергетер, диол боладинях креативной модадин. Востребованность продвижения якутской национальной культуры посредством моды и дизайна на данный момент высока. Идентичность и самобытность якутских модельеров вызывают восхищение и неподдельный интерес публики и мэтров моды во всем мире. Поэтому молодые якутские дизайнеры имеют уникальный шанс вызвать настоящий фурор на мировых подиумах. Сусанна Рожна, Григорий Николаев, Якутск. Ну а сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Структура непрочная, недостаточно скрепилась якутскими морозами. Лед на водоемах Якутска недостаточно прочный, предупреждают инспекторы ГИМС. Один из самых старейших населенных пунктов Ленского района празднует 95-летие. Ортанахаринцы организовали праздничный концерт. В Нерюнгри развернулась настоящая битва республик. Спортсмены из Якутии, Тувы и Бурятии на ковре выяснили, кто лучше в Хапсагае. В эфире «Итоги дня» мы продолжаем. Лед на водоемах Якутска недостаточно прочный. К такому выводу пришли инспекторы ГИМС после замеров толщины льда. Сообщается, что его структура непрочная и недостаточно скрепилась якутскими морозами. Существует риск, связанный с провалом под лед людей и техники. В ведомстве также напомнили, что безопасная толщина льда для одного человека 15 сантиметров, для катания на коньках 25, для проезда автомобилей не менее 35 сантиметров. Прочным считается лед прозрачный, с синеватым или зеленоватым оттенком. Между тем сокращается количество паромов на переправе Якутск-Нижний Бестях. На сегодняшний день их курсируют 4. Это связано с понижением температур на территории центральной части Якутии. С сегодняшнего дня паромы Ассоциации строителей и транссервисов встали на отстой. Пассажиров по маршруту Якутск-Нижний Бестях перевозят паромы первой и второй переправы. Также для исключения неблагоприятных ситуаций привлечен тяжелый буксир, а с 25 октября начали свою работу хивусы. Ключи от новых квартир получили 7 семей Ленска в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Отмечу, что 30 ленских семей выбрали денежную компенсацию за жилье по этапу переселения этого года. Из них 25 участников программы уже получили выплаты, еще 5 семей получат их на этой неделе. Ранее мы сообщали, что жильцы аварийных домов в Ленске должны выбрать способ переселения до 30 октября. Получение жилья не единственный повод для радости в Ленском районе. Один из самых старейших населенных пунктов Ортанахара празднует 95-летие. В праздничном концерте приняли участие именитые коллективы «Наслега». В ближайшие дни в историко-краеведческом музее в Центральной библиотеке Ленска пройдут выставки мастеров ортанахаринцев и чамчинцев, а также на мастер-классы по конскому плетению и лоскутному шитью ждут всех желающих народные умелицы в историко-краеведческом музее 31 октября. 1 ноября в спорткомплексе «Карат» пройдут соревнования трудовых коллективов по волейболу в честь юбиляров. Ровно 95 лет назад, 18 февраля 1924 года, на территории Ленского округа был образован Меипта-Атаканский наслег. В юбилейный год начато строительство спортивной площадки с искусственным покрытием, проведен капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Чемча, ремонт уличного освещения в селе Чемча, улучшена мобильная связь в селе Ортанахара до формата 4G. Благодаря выделенным субсидиям 18 семей в этом году смогли провести ремонт своих жилых домов. Мы продолжаем рассказывать о людях, увлеченных своей профессией. Поменять взгляды на жизнь, но остаться верным профессии. Так можно сказать о Владиславе Пожидаеве. Сотрудник Ленского автотранспортного предприятия в этом году стал лучшим в конкурсе профессионального мастерства среди водителей «Алроса». С ним встретилась Олеся Васева.
Его работа начинается тогда, когда все уже торопятся домой, на обед или закончить трудовой день. Владислав Пожидаев – водитель корпоративного автобуса. Представитель трудовой династии в Ленском автотранспортном предприятии работает уже 6 лет. Начинал, как многие молодые парни, слесарем. Потом сел за руль. 5 лет отработал на КАМАЗе в службе безопасности движения. Потом попросил о переводе на корпоративные автобусные маршруты. Выпал шанс, так получилось. Дома больше нахожусь. С семьей. Вижу, как ребенок растет. И все. Поэтому поставил приоритеты. А вот и приоритет – малышка Дарина. Ради нее Владислав отказался от дальних поездок. Супруга Юлия такому решению рада. Теперь заботливый папа после рабочего дня всегда рядом. Были постоянные рейсы, то есть он очень редко находился дома всю зиму, с октября до апреля мы его очень редко видели. Мог бы даже приехать, переодеться и уехать снова. Даже на рождение дочери его в городе не было. И вот он сам принял такое решение, что ребенка должны воспитывать 2 родителей, и перешел в другой отдел. Отказ от дальних рейсов и работе на трассе в случае Владислава не стали шагом назад. В этом году он в числе лучших представлял свое предприятие на конкурсе профессионального мастерства водителей «Алроса». На призовое место, говорит, не рассчитывал. До этого конкурса был 2-годичный перерыв. И вот снова захотелось попробовать свои силы. И водительские гены не подвели. У меня дед дальнобойщик. Он переоткрыватель трассы Ленск-Мирный вообще. Ну, как бы, не знаю, может, в крови. Просто умею управлять автомобилем, чувствую хорошо, наверное. Может, поэтому. Вот. Ну, а так, как бы, работаю все равно водителем и много зимников проехал. Опыт и уверенность в своих силах помогли Владу выиграть конкурс. Теперь целый год он будет носить звание лучшего водителя «Алроса». И также вечерами торопиться домой, где его ждет любящая семья. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». И о спортивных событиях в эти выходные в Нерюнгри развернулась настоящая битва республик. Спортсмены из Якутии, Тувы и Бурятии на ковре выясняли, кто лучше в Хапсагае. О жаркой баталии в самом южном районе Александра Цибикова. В Нерюнгринском районе Федерация по борьбе Хапсагай была создана 2 года назад, и организаторы активно популяризируют исконный вид спорта не только у себя на малой родине, но и в соседних регионах. Соревнования уже приобрели большую популярность. Первый открытый республиканский турнир по борьбе Хапсагай в прошлом году собрал большое количество титулованных спортсменов, чемпионов России и Европы. Республика – это очень значимо. Хотели в Нерюнгри провести соревнования, вот это специально назвали меньше региональный, потому что рядом, которые регионы, чтобы участвовали и почувствовали нашу борьбу, как оно красиво и это зрелищное. С этого года турнир приобрел статус межрегиональный и получил категорию А, которая позволяет выполнить норматив мастера спорта. Следует напомнить, что для развития национальной борьбы Хапсагай в районе с этого года Федерация также откроет новый спортивный зал. Наш следующий шаг – это открытие Всероссийской Федерации борьбы. Планы очень амбициозные на самом деле. Потому что мы также хотим стать членами UVV, это Всемирной Федерации борьбы. Вот. Ну, вообще, в принципе, популяризировать наш национальный вид спорта. Дмитрий Тарабукин, сегодня вице-президент Федерации национальной борьбы Хапсагай по Нерюнгринскому району, начал свои первые тренировки по борьбе в 5 классе. Поначалу занимался вольной борьбой, а потом после армии в 2011 году первый раз выступил на чемпионате республики по борьбе Хапсагай. И сразу же с первого турнира так получилось, что я стал чемпионом. Ну и сходу мне понравился вид спорта. И в этом же году я выполнил норматив мастера спорта. На турнире Дмитрий занял первое место в своей весовой категории 65 килограмм. Борьба Хапсагай зрелищная. Ее главное правило – заставить соперника коснуться земли 3-й точкой. Олег Чернов из Якутска тренирует детей по вольной борьбе и борьбе Хапсагай и сам не упускает возможности принять участие в соревнованиях и проверить собственные силы. Меня очень сильно она заинтересовала своей красотой борьбы. И параллельно я в свободное время тоже находил время, выступал на различных соревнованиях, на региональных, даже в Улусе у себя выступал на чемпионатах республики.
На соревнования в Южную Якутию проверить свои силы прибыли тувинцы-буряты. Якутский вид единоборств для них не в новинку. Но все же первые места в каждой весовой категории заняли якутские спортсмены. Главным боем турнира стало абсолютное первенство между якутским и тувинским спортсменами, где одержал победу Евгений Алексеев из Усть-Алданского района, забрав главный приз – 100 тысяч рублей. Я в прошлом году тоже боролся. И я выиграл в весе в своем. И в абсолютке в финале я проиграл тоже нашему гостю из Тувы, к сожалению. Мы всегда приезжаем на соревнования, чтобы побеждать. Ну, рад, что выиграл. Тем более в таком составе хорошем. Спортсмены и их болельщики остались довольно зрелищными схватками турнира. И самые сильные хапсагаисты получили заслуженные, достойные призы. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким мы запомним уходящий день, а я передаю слово коллеге Татьяне Вахнина о главных событиях в Алданском районе.